Восточная Абхазия богата уникальной архитектурой, историческими и природными достояниями. Туристическая индустрия здесь не так развита, как в западной части страны. Тем не менее, район привлекает туристов, количество которых за последние несколько лет заметно растет. Приветствуя гостей, глава Ачимчирского района Беслан Бекбаева отметил, что в районе недавно был создан отдел туризма. В прошлом у нас район в основном занимался сельским хозяйством и производством. Туризм – это новая у нас такая история. И мы в этом направлении пытаемся двигаться, не отставать. Но пока есть ряд вопросов, которые мы пытаемся решить. Начальник отдела туризма по международным связям и СМИ администрации Ачимчирского района Дмитрий Кубахи рассказал, что на протяжении 30 послевоенных лет в районной администрации не было даже специалиста по туризму. Этой отраслью целенаправленно никто не занимался. В прошлом году в преддверии летнего туристического сезона составили и напечатали около 2000 туристических буклетов, в которых указаны все знаковые места Ачимчирского района, термальные источники, пещеры, центр города. Буклеты раздали на КПП ПСО в Гагре, Гудауте, Новом Афоне, чтобы туристы могли ознакомиться с ними. Помимо этого, в районе появился герб и начали отмечать День города. А в центре Ачимчиры установили Wi-Fi. Любой желающий сможет им пользоваться бесплатно. Установили камеры онлайн-трансляции, в таких знаковых местах города. Это центральная набережная, это центр города. Установили всепогодную акустическую систему на центральной площади города. Для чего это было сделано? Она стационарная, она не убирается, это очень качественная музыка, звук, для проведения различных мероприятий. В этом году мы планируем такую же систему установить на протяжении всей набережной центральной города, чтобы туристы и жители района, находясь на набережной, могли одновременно и слушать текущие новости, и при этом фоновую музыку, чтобы им было в этом плане, как-то комфортно. Министр туризма Теймураз Хижба отметил, что Ачимчира для него особый город, так как большую часть своего детства он провел здесь на спортивных сборах. В послевоенное время в районе уделяли большое внимание футболу. У вас прекрасное море, у вас прекрасная набережная. Я вам более хочу сказать, что тот объект, который построен на территории Ачимчирского района, благодаря усилиям лично президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжаня, там Межвилледж уже пользуется большой популярностью, и он показал то, что Ачимчирский район востребованный для наших гостей. Мы здесь с миссией прежде всего такой, чтобы посмотреть те объекты, которые у вас есть, и по возможности оказать поддержку со стороны государства. И у нас есть определенные рычаги, в том числе и работа с крупнейшими туроператорами России, турагентствами, которые работают не только для перевозки отдыхающих на отдых, но и для экскурсантов одного дня. Мы, конечно, надеемся, что в ближайшее время будет открыт аэропорт, и это будет очень мощным толчком для развития юго-востока Абхазии. После встречи в администрации министр с главой района осмотрели Ачимчирскую набережную, где ведутся ремонтные работы. Уже уложена тротуарная плитка на протяжении 700 метров. Из новшеств последних лет – стильные лавочки, красивые зеленые насаждения и освещение. Все было перекопано, перепахано, освещения не было, корни деревьев торчали. Вся наша действительно бутылки, мусор, свалка была. И вот мы ее в том году начали осваивать. И также до сих пор осваиваем. Сейчас мы дойдем до конца, до бывшей погранзаставы, брусчатка, а потом будем двигаться в эту сторону. В сторону 16-этажки уже тоже всю набережную положим. Здесь порядка 700 метров, там еще будет 800 метров. Я хочу дальше ее продолжить, чтобы у нас набережную довести до 5 километров. Это мы сделали, наверное, за 6 месяцев. По прошлому году. Сейчас вот буквально пару недель назад начали опять докладывать ее до конца. Мы бы сделали бы быстрее, но не успевают подавать материалы, плитку кто нам производит. Мы сейчас вроде бы нашли подрядчика, который это нам быстрее будет делать. Надеемся, что за месяц мы дойдем до конца и переключимся на эту сторону. То есть до начала сезона, да? Ну, эту сторону, вот закончим. Эту сторону, да. Рядом с центральным стадионом на набережной завершается строительство открытой площадки, где будут установлены современные тренажеры и снаряды. Также будет сооружен навес, чтобы можно было заниматься в любую погоду. Покрытие будет резиновое, на ней уже и покрытие приобрели. Вот так развиваем. Дальше у нас будет, это секрет, потом увидите. И, соответственно, дальше уже будет парковка для
зрителей, которые будут проходить, болельщики. Прошлым летом немногие объекты размещения Чимчирского района, в том числе частный сектор, были заполнены практически на 100%. А уже совсем скоро распахнет свои двери 16-этажный гостиничный лечебно-оздоровительный комплекс, расположенный на въезде в город. Объект будет работать круглогодично. Здесь потолки подшиваются, как видите, тут уже, в принципе, пол везде, плитка, все готово. Ну, я так понял, значит, ванные будут, процедуры соляные, массажные. Массажные, да. Там оборудование все стоит, уже завезено. Уже оно. Медицинское. Пока, да, мы просто его не завозим, пока пыль. Сейчас все уберем, когда все будет Будете готово, и мы устанавливать. заносим, расставляем оборудование. Ну, рассчитано на круглый год. Да, только да, на да, летний, конечно, именно на конечно. круглый год. И вот вода будет горячая поступать, пойдемте там покажу бассейн. На территории оздоровительной базы будет 2 бассейна. Один с морской водой, а другой с термальной. Такого туристического центра в Очимчире еще не было. Для бюджета района это дополнительный источник доходов, а для местных жителей – новые рабочие места. Неважно, сколько у нас будет отдыхающих. Неважно, 1-2 человека будут, но люди будут работать. Только по приготовлению и подготовке к приготовлению пищи будет работать 20 человек. Вот. И работа у них будет всесезонная. А персонал где будете набирать? А персонал здесь местный, где всех, кто приходил, мы записывали, это будет отбор. Есть уже, да? Да, в списке просто огромные, прошли собеседования люди, которые... Уже местные девочки работают, вы можете подойти и посмотреть. Кухня она капсочи, собственно, капсочи, аланза, любой асалаг, она срысхраб, бессвидо, аланза кухня, аланза, хоть бы хат схрарами, захиндира усобачи. Шабатви ушара? Сарагуб, ворчала бисавет, губ побаханс. Аланза гадра бисунда усызуан. К зданию уже проведены все необходимые коммуникации. На верхних этажах полностью оборудованы санузлы. С 16 по 11 этажи практически все готово. Повешены даже шторы. Технички занимаются уборкой помещений. Также устраняются мелкие недоделки. Первый и второй этажи готовы под поклейку обоев, но это будет сделано в последнюю очередь, так как в здании пока что приходится заносить различные материалы. В скором времени привезут и мебель. 287 номеров, ну, они двойные, где по раздельной кровати, где, ну, там по потреблению. Есть люкс номера. Мы стараемся все это сделать пораньше. Вот. И сроки во многом зависят от погоды. Очень в этом году нас подвела погода. А так ребята работают. Осмотрев гостиничный комплекс, министр туризма Теймураз Хижба отметил, что объект даст импульс для развития туризма в районе, и его значимость трудно переоценить. Получается около 600 койко-мест. Значит, это большое количество людей для Очамчира. Но я думаю, самое главное, что на территории данного объекта будет работать больнично-лечебный комплекс, который будет принимать не только постояльцев данного отеля, но и всех желающих. То есть люди могут приезжать в Очамчир, в Очамчирский район, проживать в том числе и в частном секторе, ради того, чтобы приходить сюда на процедуры. Таких объектов в Абхазии всего лишь несколько. И с уверенностью можно сказать, что этот объект имеет значимость не только для Очамчирского района. Этот объект, когда будет запущен, будет иметь статус республиканской значимости. В преддверии курортного сезона Минтуризма продолжит проводить инспекционные поездки по всем районам Абхазии. Сария Кварацхеля, Раму Камке, Абхазское телевидение.